Всем привет! В эфире передача о ребятах, которые привыкли быть лучшими. Они знают, какими усилиями дается победа. Они знают, как быть выше всех. «Выше всех» — это мотивационный проект для подростков. Если ты ведешь активный образ жизни, занимаешься спортом, творчеством, а школа для тебя — это не только источник знаний, но и платформа для самовыражения, тебе к нам. Каждую неделю «Выше всех» знакомит с одним героем, парнем или девушкой. Эти ребята оставили свои заявки в нашей официальной группе ВКонтакте. В конце сезона путем зрительского голосования мы определим победителя. Ему вселенское уважение, космический респект, аплодисменты планетарного масштаба и, конечно же, от нас крутой подарок. Фотосет с классом и памятные альбомы. Будь выше всех, звезды всегда заметны. В этом выпуске два героя. Они активные, позитивные, целеустремленные. Они такие разные и такие похожие. Никита, Кирилл, привет. Привет. Как доехали? Хорошо. Я знаю, что у вас очень много разных увлечений. Вы и рисуете, и танцуете, и ходите на дзюдо. Как вы все это успеваете? Мы не задумываемся, как мы это успеваем. Мы просто делаем. Скажите, а это как-нибудь отражается на вашей учебе? Иногда. Ну, то есть вам когда-нибудь приходилось пропускать, например, школу? Да. Вчера у нас был танцевальный конкурс. Мы отсидели всего 3 урока. И у нас была контрольная по географии. Мы географию пропустили, но зато получили 3-е место по танцевальному конкурсу. Какие стили танцев вам нравится танцевать? Хип-хоп и брейк. А мне нравятся народные танцы и брейк. А почему? Сейчас пошло мода на современные стили танцев. И нам очень интересно заниматься ими. А тебе почему, Кирилл? Хороший вопрос. Мы сначала занимались народными танцами, потом бальными танцами, а потом современными танцами. И остановились на современных, да? Да. А какие у вас, может быть, кумиры есть танцевальные? Сергей Сергеевич и Денис Владимирович. Они из современной танцевальной группы Emotion Dance. А какие у вас есть заслуги в танцах? В прошлом году мы добились вот этих медалей в зимнем стерлитамаке. Конкурс. Это всероссийский конкурс. Вот эти две тоже на танцах. На Magic Dance. А вот эти Всероссийский мы конкурс. получили в Кунгаке. На отчетном концерте. И очень-очень много грамот по танцам на других конкурсах. Вот это наша комната. Вот это наши кровати. Это Никитина кровать снизу, а это моя кровать сверху. И я, к сожалению, на ней сплю сверху. Хотя на ней есть плюс. Монстры под кроватью не достанут тебя. Let's go, Никит. Это наши рабочие места. Здесь мы делаем уроки и сидим в компьютере. Здесь очень много наших энциклопедий. И каждую из них мы прочитали по десятки раз. Тут список наших грамот. Моих больше. Нет, моих больше. Моих больше. Нет, моих больше. Моих больше. А давай посчитаем. Давай. Что задали по русскому языку? Параграф 6. Кстати, Никита делает уроки тяп-ляп и готово. А я делаю уроки тяп-ляп и не готово. У меня любимые уроки – это, например, математика, а у вас это география, биология и история. Да. Почему? История очень увлекательна. География тоже увлекательная. И биология тоже увлекательная. А чем вас увлекают эти предметы? Мы, наверное, больше относимся к группе научного. И нам очень нравятся всякие такие исторические вещи. Узнавать, что где находится. Что-то новое. Ну, я это понял уже по вашей анкете, так как вы там написали, что ваши кумиры у Никиты это Сталин и Конфуций, а у Кирилла... Жириновский. Да.
Мамина спальня – это культурная столица нашей квартиры. Здесь есть все книги, все, что нам нужно. Особенно поэмы и стихи. Вот это фарфоровая коллекция кукол. Их здесь очень много. Просто некоторых нету, потому что полка их не вмещает. Здесь находятся костюмы всех народов России. Даже есть костюмы народов мира. Польша. Как вы пришли от танцев к изобразительному искусству? Ну, вообще, это мы с ИЗО пришли на танцы. Рисовать я стал в 3 годика. И в 7 лет я очень хорошо рисовал. Поэтому мама отдала меня в ИЗО, в роспись по дереву. И Никиту тоже. Он сначала не хотел рисовать, но потом ему понравилось. С тех пор мы занимаемся росписью по дереву. Сколько у вас работ? Маленьких работ у нас почти 10, а больших работ 3. А вы с ними куда-нибудь ходите, например, на конкурсы, может быть? Да, мою матрешку отдавали на конкурс, и я занял там какое-то место. А свои я дарил учителям. А сейчас мы рисуем петуха, разукрашиваем его. Расписываем. А на большой, да, доске? Да, большая такая доска. Вот это все рисовал Кирилл в 3 годика, а я вот это уже рисовал в 3 годика. Ага, конечно. А еще мы ходим в изо-студию. Вот это мы начали рисовать там, совсем недавно. Вот это моя матрешка, вот это Никитина. А это моя доска с бабочкой. А мою девочки взяли и залили водой. Ну, потому что они меня очень любят. И поэтому все время пытаются обратить внимание на себя. А бывало такое, что, например, кого-то из вас зовут к доске, а выходит другой? Да. Это бывает постоянно. Говорят, например, Кирилл, а показывают на Никиту. Или говорят Никита, а показывают на меня. Когда я был очень ленивым, очень-очень ленивым, это было во 2 классе, я не захотела идти на дзюдо, а мамы дома не было, она была на работе. Поэтому я включил мультики и сказал Никите, чтоб без меня шел. А я за это сделаю за него уроки, чтобы он не рассказал маме, что я прогулял тренировку. Или наоборот. А мама об этом узнала? Да. Дима, дай руку. У меня всегда напряжена она. Он нормально борется. Ну, средний. Только каждый раз не сует в рот носки. Могут друг другом поменяться. Борешься с ним, этот уходит, этот приходит. Нет, мы можем. Мы когда-то это делали? Никогда. Я никогда их не различал. Они близнецы. Двойняшки. Вот пошли. А кем вы хотите стать в будущем? Я хочу стать либо мировым брейкером, либо военнослужащим, который служит по контракту. А Никита? У меня все так же, только у меня еще есть мечта стать разработчиком видеоигр. А о чем будет твоя компьютерная игра? Это будет как стратегия с упреком на прошлое, либо фэнтези игра, шутеры, головоломки и так далее. Здорово. Желаю тебе в этом успехов. Спасибо. А я знаю, что когда вы делаете уроки, вы ищете сначала всю информацию в энциклопедии, а потом в интернете. Да, это правда. В энциклопедиях больше правда, чем в интернете. В интернете много лжи и фейков, поэтому сначала надо искать в энциклопедиях. А как вы делаете уроки? Может быть, у вас есть какая-то система? Нет, но раньше было. Мы делали друг за друга домашнюю работу, а сейчас мы так не делаем. Ну, то есть Кирилл, например, делает русский, а Никита делает историю, да? Да.
посту, он в снег и в зной охраняет наш покой. Человек присяги верный называется военный. В школе у вас друзья общие? Да, у нас они общие. А ваши друзья вас развлечают? Нет, в основном нет. Но 3-4 друга различают. А бывает такое, что кого-то из вас обвиняют, а потом выводится на чистую воду, что это другой? А когда Кирилл напакостничает, он всегда сваливает на меня. Меня ругают, а через месяца 3 выплывает, что это был он. И часто такое бывает? Постоянно. Кирилл и Никита, они историки. Они для всех лучшие друзья. Они классные. Они всегда дают мне списывать. Они клевые друганы. Они самые эпичные. В анкете Кирилл написал, что ты себя сравниваешь с Оптимусом Праймом. Почему? Потому что я гуманный. Я добрый, общительный, уважаю интересы других, и я умею говорить пронзительные речи. Продемонстрируй. Ты, вот именно ты. Вот сейчас ты сидишь и смотришь, и смотри на нас, ведь за нас голосовать будешь ты. Никита, а ты в своей анкете написал, что ты сравниваешь себя с Кантарием. Да, он погрузил знамя победы на Рейхстаг, но тем самым этот человек как бы победил Третий Рейх. Он считает меня, типа, я Третий Рейх, а он Советский Союз. И его задача сделать так, чтобы я лежал на полу, а он поставил на меня ногу и поднял вот так меч. Какие планы на будущее? О чем вы мечтаете? В этом году я хочу научиться гелику и джекхаммеру. Это такие крутые движения в брейке. Я вообще хочу поездить по всей России, посмотреть на нее, большую такую страну, в которой мы живем. А в этом году у меня такие же мечты, как и Кирилла. Я желаю вам удачи во всем, что вы будете начинать. Особенно в брейкдансе. Ваше будущее зависит только от вас. Трудитесь, трудитесь, еще раз трудитесь. Желаю вам удачи. Спасибо. Тебе тоже. Спасибо. Голосуйте за нас, потому что мы лучшие двойняшки! Никита и Кирилл Лисовы – отличный пример для подражания современных пятиклассников. Я уверен, они добьются, чего хотят, ведь они активные и любознательные и будут выше всех. Yeah.